Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. О встрече с Путиным до энергетики и пандемии. 17 ноября президент Аслан Бжани провел пресс-конференции для абхазских СМИ. Образ Сухума в историко-культурном контексте. Тема заседания интеллектуального клуба «Диалог». Церемония в закрытом формате имя лучшего художника года будет названа в четверг, 19 ноября. 17 ноября президент Абхазии Аслан Бжани встретился с журналистами на пресс-конференции, где рассказал о своей встрече с президентом России. Обозначил ключевые проблемы, на решение которых брошены все силы. Рассказал о ситуации в энергетике, о том, как повлияла пандемия на экономику республики и бюджет. Ответил на вопросы журналистов. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Аслан Бжани не стал выступать с длинной вступительной речью и сразу дал возможность журналистам задавать вопросы. Первый же вопрос был, естественно, о том, что обсуждалось на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным. Аслан Бжани начал с вопроса военной безопасности. И хотя подробности обсуждения этого пункта носят закрытый характер, президент Бжани упомянул, что будет усиление потенциала абхазской армии. Мы обсудили состояние вооруженных сил, вооружения, военной и специальной техники. Было подготовлено письмо, те цифры, которые были проведены, и доводы, которые мной были проведены, они были учтены, и соответствующее поручение дано Министерству обороны Российской Федерации, и эти шаги, безусловно, приведут к усилению нашего военного потенциала. Как рассказал Бжани, с Путиным они обсудили вопрос КПП ПСОУ. По словам президента, российской стороной уже даны поручения относительно ремонта старого пешеходного моста через реку Псоу. Также, по словам Бжани, примерно к 2023 году на границе с Россией будет минимизировано количество контролирующих служб. Конечно, в целях безопасности там будут некие службы, которые будут в случае, если они будут располагать оперативной информацией, осуществлять выборочный контроль. Кстати, в договоре прописано, что эта задача должна была быть решена еще в 2017 году. Но, как известно, сделать этого не удалось, потому что с этим связаны ряд других решений. Что касается запуска Сухумского аэропорта, то, как говорит президент, этот вопрос тоже находится в разработке. И чтобы он был решен, необходимо также создавать благоприятные условия здесь, на месте. Есть структуры, бизнес-структуры, даже российские, которые в этом не заинтересованы. У них тоже есть определенное влияние, поэтому для меня было важно услышать точку зрения главы российского государства. Он разделяет наши подходы в этом деле. По словам Аслана Бжани, неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы аэропорт в Абхазии заработал в полную силу. Но глава государства заверил журналистов, что процесс уже идет. На территории Абхазии находится первый заместитель генерального директора Росавиации. Это чтобы вы понимали, как быстро работает механизм в аппарате президента Российской Федерации. Сегодня уже начнутся переговоры. Вопрос энергоснабжения стал центральным, так как сегодня для республики он самый болезненный и дорогостоящий. В настоящий момент полностью использована доля Абхазии от электричества, вырабатываемого Ингургэс. В феврале будущего года станция остановится на ремонт, и Абхазия будет получать российский свет. Поставки электричества планируются на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, Абхазия уже должна России 600 миллионов за переток, который осуществлялся прошедшей весной. 600 миллионов. То есть больше 2 миллиардов рублей государству нужно, чтобы обеспечить светом республику в ближайшие полгода. На помощь в решении и этого вопроса Бжани рассчитывает на Путина. Владимир Владимирович обещал в этом вопросе помочь, дал соответствующее поручение. Но мы говорили об энергетике, мы вышли за рамки этой помощи. Аслан Бжани откровенно сказал о том, что тариф 40 копеек за киловатт-час необоснованно низок. Но даже при такой уникальной цене за электричество большая часть населения умудряется за него не платить. Из-за этого долг перед энергетиками сформировался и внутри Абхазии. У нас средняя заработная плата небольшая, около 10 тысяч рублей. Тариф на электроэнергию 40 копеек. Но вы знаете, средняя заработная плата в том же Краснодарском крае около 30 тысяч рублей, а тариф там 2 рубля 70 копеек. Даже если вот эти соотношения выдержать, более того, мы имеем картину, когда эти 40 копеек не оплачиваются. У нас за 25 лет накопилась задолженность
перед энергетиками в объеме 1 миллиарда 800 миллионов рублей. 800 миллионов рублей – долг, который скопился за последние 3 года. И все из-за майнинга криптовалюты, говорит Бжания. Бизнес был запрещен, но завоз оборудования для майнинга не пресекали. За 1,5 года, 2019 и первое полугодие 2020 в республику, как говорит Бжания, было завезено криптоферм и комплектующих на 80 миллионов рублей. При наличии свободной электроэнергии этот бизнес неплохой, наверное. Но это не должно происходить за счет того, что кому-то не хватает электроэнергии. В определенных районах Абхазии можно отдать под этот вид бизнеса. Система позволяет. У нас нагрузка сетей в каждом районе разная. К этому вопросу мы решили подойти дифференцированно. Там, где это возможно, на определенных объемах, с учетом того, что покупаются технические условия, безусловно, оплачивается установленный тариф, ставится счетчик там, где это не навредит остальным. Из того объема, который мы сегодня потребляем, относительно безопасно для нашей системы, мы можем под этот вид деятельности отдать около 200 миллионов киловатт-часов из 2 миллиардов киловатт-часов, которые мы получаем в нашу энергосистему. Также, по словам президента, в постановлении Кабмина говорится об особых условиях и ограничениях на майнинговую деятельность в период пиковых нагрузок на энергосистему. Вот как только у нас будет переток, цена перетока будет, понятно, это 2 рубля 70 копеек минимально, чуть дороже, наверное, будет. В тех местах, где эта деятельность будет разрешена, цена будет складываться из этой цены плюс стоимость самого перетока. Мы вынуждены таким образом поступать. Аслан Бжания обратил внимание на закон, который запрещает привлекать инвестиции в энергетику. Он уверен, что он препятствует развитию энергетики. Собственных средств на это у республики нет. Единственный выход из ситуации – привлекать к этому бизнес. Вот сегодня у нас стоят 3 станции, 3 перепадные станции. От того, что они стоят полуразрушенные, это никому не приносит пользу. Если эти станции были бы восстановлены бизнесом, и они занимались бы там майнингом, оплачивали бы тариф, платили бы налоги, это, безусловно, было бы подспорьем, это было бы правильно. Но тот закон, который мы приняли, который запрещает инвестиции в энергетику, на этих условиях будет очень сложно работать. Мы вынуждены будем привлекать инвестиции. Мы не можем привлечь заемные средства, кредиты в нашу энергетику, ее восстановить, потом, продавая населению, вернуть. Тариф наш не позволяет. По словам Аслана Бжания, он понимает, что этот вопрос будут пытаться политизировать. Президент к этому готов, но другого способа спасти энергетику, на его взгляд, нет. Это плохо, когда свет отключают в течение дня несколько раз. Но если не предпринять эффективных мер, а они дорогостоящие, то с энергетикой в дальнейшем может быть еще хуже. Как рассказал Бжания, чтобы привести энергосистему Абхазии к безаварийному режиму работы, необходимо вложить более 5 миллиардов рублей. К такому выводу пришли российские специалисты, изучавшие вопрос. Свой собственный доход республика вложить в это не может, так как он составляет по примерным подсчетам в этом году 4,5 миллиарда рублей. И огромный процент из этих денег – это заработная плата. Понятное дело, что мы эти деньги инвестировать в энергетику самостоятельно не сможем. Это проблемы, которые накапливались годами. Президент России обещал нас в этом вопросе поддержать, но сказал, что вопрос энергетики необходимо решить раз и навсегда. Есть определенная форма. Я, пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к нашим гражданам. Уважаемые граждане, 40 копеек – это немного. Но мы эти 40 копеек не платили. И приходит час расплаты за это. Как рассказал Аслан Бжания, он также попросил у президента Путина оказать помощь в газификации Абхазии, так как это будет еще одним способом снять нагрузку с электроэнергетики республики. Я объяснил, рассказал, как у нас картина складывается в электроэнергетике, что нам нужны мощности, что мы планируем развитие нашей экономики. Соответствующие поручения для того, чтобы проработать вопрос и подготовить предложения, были розданы. Поэтому этой проблемой мы тоже будем заниматься отдельно, целенаправленно и системно.
Что касается дефицита бюджета, который образовался вследствие пандемии, то, по словам президента, ситуацию изучают российские специалисты, и он надеется на помощь и в этой сфере. И вот приезжали специалисты из Российской Федерации, из Министерства финансов России, и мы, значит, провели расчеты, какое количество денег нам не будет хватать. Мы попросили российских специалистов только потому, что деньги планируем просить у них. И они должны быть уверены в том, что наша цифра, она обоснована, что за этой цифрой не стоит ничего, кроме правды. И мы очень рассчитываем на то, что эта проблема будет решена. По словам Бжани, он поставил президента России в курс и надеется на скорое решение вопроса по продолжению сотрудничества с 3 российскими инвестиционными банками, так как строительство объектов по финансируемой ими программе не завершено. Вот гостиница напротив Лиона, которая стоит, это в рамках этого проекта. Гостиница, которая стоит на берегу Басвы, это тоже в рамках этого проекта. И так там их около 1 десятка. Эта программа в настоящее время завершена. Я просил президента Российской Федерации возобновить эту программу. Соответствующие поручения тоже были даны министерством, ведомствам, банкам, и мы начнем в этом ключе работать. В течение 2 часов длилась пресс-конференция. Аслан Бжани ответил на 15 вопросов. Рассказал, сколько средств было и будет выделено на борьбу с вирусом COVID-19. Что еще на 152 миллиона рублей будут закуплены аппараты ИВЛ, передвижные цифровые рентген-установки, медикаменты и средства защиты, 2 линии для ПЦР-исследований и открыты 2 лаборатории. Что ремонт компьютерного томографа в Гудаутском ковид-центре близится к завершению. Также он высказал свое мнение об НДС, о конструктивной работе с оппозицией, о списании железнодорожного кредита. Ответил на многие другие вопросы, которые не вошли в репортаж. Все это в полной версии пресс-конференции. Марианна Котова, Торник Амич, Басасрык Вагухава, Абаза ТВ. В связи с верным отключением электроэнергии наши телезрители, которые не смогут посмотреть полную версию пресс-конференции Аслана Бжани вечером, будут иметь возможность сделать это после утреннего эфира в 8:30. Министр здравоохранения Томас Цахнаки доложил членам Совета Безопасности о ситуации, связанной с противодействием распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба президента, Аслан Бжани 17 ноября провел заседание Совета Безопасности, в ходе которого обсуждались вопросы внутренней и внешней политики. Официально зарегистрированные объекты майнинга будут уведомлены о временном отключении. 16 ноября прошло расширенное собрание Совета директоров РУП «Черноморэнерго», на котором обсуждалась ситуация в энергосистеме страны в период возросших нагрузок на электрические сети, а также веерное отключение электричества. Гендиректор Михаил Лого поручил директорам всех районных филиалов «Черноморэнерго» до 30 ноября отключить все объекты майнинга, незаконно подключенные к сетям РУП, говорится в протоколе собрания. В первую очередь поручено отключить те объекты майнинга, которые не обратились в Черноморэнерго с целью детализации деятельности. Кроме того, в связи с возросшими нагрузками на электросети официально зарегистрированные объекты майнинга будут уведомлены о временном отключении. 17 ноября состоялось очередное расширенное заседание Временной депутатской комиссии по проверке работы паспортно-визовой службы Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Провел заседание заместитель председателя Комитета Народного собрания парламента Республики Абхазия по государственно-правовой политике, член данной комиссии Каха Пертая. В нем приняли участие большинство депутатов парламента и приглашенный представитель Генеральной прокуратуры Республики, начальник управления общего надзора Генеральной прокуратуры Алексей Варданя. Участники заседания рассмотрели вопросы взаимодействия парламента с Генеральной прокуратурой, в том числе соответствие законодательству Республики Абхазия, своевременности реагирования Генеральной прокуратуры на депутатские запросы. Международная ситуация. России удался впечатляющий дипломатический маневр, пишет британский журналист, специалист по Кавказу Томас Деваал на странице Московского Карнеги-центра в статье «Хрупкий мир для Карабаха». Но вместе с тем она взяла на себя огромную ответственность. И если что-то пойдет не так, обвинения посыплются с обеих сторон. Нельзя исключать, что новое соглашение может оказаться слишком сложным и поспешным, чтобы удержаться надолго. Особенно это касается того, насколько российские миротворцы способны гарантировать безопасность армян в Карабахе.
Если большинство тех, кто уехал оттуда сейчас из-за боевых действий, предпочтут не возвращаться, то это не сулит урегулированию ничего хорошего. Старый конфликт может просто принять новые формы. Чтобы надежнее закрепить долгосрочные принципы разрешения конфликта, дело может дойти до более масштабного соглашения под эгидой ООН. В целом в Карабахе наконец-то устанавливается хоть какой-то мир, но он явно будет очень хрупким. Как мне выйти из церкви? Сотни христиан со всей Армении приехали проститься с монастырем Дадиванг. Он находится на территории Нагорного Карабаха, которая переходит к Азербайджану. Для всех армян мира Дадиванг – одна из главных святынь. В Баку заверили, что храму ничего не угрожает, и верующие спокойно смогут его посещать. Сейчас обитель находится под защитой российских миротворцев. Ողջունները ամեն մի վարքանը ես պահանջում եմ, ասած ինձ ամեն վարքան ասում եմ, աստղիկ չմոռանաս, տես, չմոռանաս ոչ մի բան, ամեն անկյունը կհիշես։ Ես երեխուն եմ էդի ասում։ Մենք այստեղ հերոսներ ունենք թողած։ Նոր հանդիպեցի այստեղ այս վերանորոգումը արած մարդուն։ Ասում ա տունս ոչ մի բան չեմ հանելու տան միջից։ Պիտի հանձնենք ազերիներին։ Աստծո համար անկարելի բան չկա։ Ես չեմ շտապում եւ ես պիտի մնամ այստեղ։ Ինչքան որ վերականգնվել է այս վանական համալիրը, ես իմ ձեռքերով քարերը դրել եմ քարի վրա։ Խնամել եմ որպես ինչպես իմ երեխայի։ Այսօր լսելով որ այս տարածքը պիտի հանձնենք Հավատ ունենք, որ ինչ տեսքով կա, գոնե տեսքով կպահպանվի։ Անշուշտ, պրոստը շատ դժվար է լինելու մեզ, շատ բոլորիս համար, բայց անշուշտ հազարամյակներով ենք եկել, չեք խոս։ К сожалению, в этот период храм был превращен в хлев, но с другой стороны, тот азербайджанский курд-пастух не позволил, чтобы он сильно разрушился так, как объявил. Это мой хлев, моя собственность, я его хозяин, отстаньте. Должен сказать, что 4 из окружающих монастырь часовен отремонтировали. Сейчас ведутся ремонтные работы на 5-й. Посмотрим, как получится.
Դառնում են փախստական վտարանդի։ Գործում ենք ամեն ինչ։ 20, այո։ Ունեցել ենք տուն, Բարսեղանի ավիրակ։ Ինչ ասեմ։ Ինչ իմ։ Գնալու տեղ չունենք, մեր հարակացանը հյուրանոցը ժամանակավոր ապրանք տենանք ինչ կլինի։ Между тем, российские спасатели, прибывшие в Нагорный Карабах, оказывать гуманитарную помощь, развернули лагерь около Степанакерта. Спасателям предоставили здание муниципалитета села Иванян, в котором разместится оперативный штаб и сами сотрудники МЧС Российской Федерации. Отсюда будут координироваться действия оперативной группы и вестись спецсвязь с Москвой. Группировка должна войти в состав межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного Россией для помощи местному населению после войны. Сейчас она составляет 30 сотрудников МЧС Российской Федерации, но в министерстве заявили о готовности направить в Нагорный Карабах 150 человек. Печальная весть. Академик Академии наук Абхазии, доктор исторических наук, ветеран национально-освободительного движения, кавалер ордена Агдябша третьей степени Теймураз Алиевич Ачукба скончался от коронавирусной инфекции. Среди научных достижений автора монографии «Этническая история абхазов XIX-XX веков», в которой он последовательно рассказывает об этнических изменениях на территории Абхазии. Выражает глубокие соболезнования родным и близким Теймураза Алиевича Ачукба в связи с постигшей тяжелой утратой. Народное собрание парламента Республики Абхазия. В траурном адресе за подписью спикера Валерия Кварчия в частности отмечается: большая часть жизни Теймураза Алиевича была отдана служению своему народу, его истории и этнологии. Его глубокие познания, работоспособность и самоотдача многие годы служили делу отстаивания справедливости в вопросах истории Абхазии. Он внес большой вклад в подготовку различных документов парламента Республики Абхазия, в частности, касающихся геноцида абхазов в XIX и XX веках. Теймураз Алиевич всегда был истинным патриотом Абхазии, активным участником парламентской деятельности и мудрым политиком. Мы будем помнить его профессионализм, доброту, отзывчивость и высокие этические качества. Общественная палата Абхазии выражает соболезнования родным и близким Теймураза Ачукба по случаю его смерти. В письме соболезнования говорится: ушел из жизни видный абхазский ученый, историк, этнограф, академик Академии наук Абхазии, профессор АГУ, государственный и общественный деятель. Общественная палата Республики Абхазия выражает глубокие и искренние соболезнования родным, близким и всему научному миру Абхазии. Несомненно, это большая утрата для нашей страны. В связи с кончиной заслуженного деятеля науки Республики Абхазия, доктора исторических наук, академика, профессора, главного научного специалиста АБИГИ, депутата 2-го и 3-го созывов Народного собрания парламента Республики Абхазии, кавалера ордена Агдябша третьей степени Теймураза Алиевича Ачукба, распоряжением премьер-министра республики создана комиссия по организации похорон. Председатель комиссии, директор Абхазского государственного научного учреждения Академии наук Абхазии, Абхазский институт гуманитарных исследований имени Гуля Арда Ашуба. Прощальная церемония состоится в Доме учителя в Сухуме 18 ноября в 11:00. Информация оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Ситуация на 17 ноября следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 317 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 75 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 82 человека. У 73 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В
тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 23 пациентов средней степени тяжести. Выписано 13 человек. 16 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент в возрасте 73 лет. Он поступил в медучреждение 10 октября с диагнозом новой коронавирусной инфекции, двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина получил необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, умер от сердечной недостаточности. В Гудаутском госпитале умер пациент 1938 года рождения, поступивший на лечение 9 ноября с коронавирусной инфекцией. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался утром 17 ноября. У него были сопутствующие тяжелые заболевания. В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар», в Сухуми находится 34 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 29 пациентов средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5174 человека. 64 летальных случая, выздоровели 3483 человека. Заболевание коронавирусной инфекцией в Абхазии не пошло на спад, сказал в интервью «Спутник» главный санитарный врач республики Людмила Скорик. Количество тестируемых людей сейчас уменьшилось, а выявляемость заболевания остается на том же уровне, что и раньше. Мы сейчас делаем меньшее количество тестирований. У людей, которые обращаются к нам, производится забор биоматериала и отрабатываем в тот же день, говорит она. Снижение количества обращающихся людей за тестированием связано с тем, что многие стали соблюдать ограничительные меры, заметила Скорик. Она уверена, что необходимо придерживаться правил безопасности и продолжать выполнять пункты ограничений, которые принял Кабинет министров страны. Образ Сухума в историко-культурном контексте. Так звучит тема заседания интеллектуального клуба «Диалог», которое провело представительство Россотрудничества в Абхазии. Среди приглашенных ученые, писатели, общественные деятели, художники, которые в своих выступлениях говорили в том числе о необходимости возрождения традиций русско-абхазского культурного диалога. Элеонора Гилаян расскажет подробности. Международный интеллектуальный клуб «Диалог» действует уже 1,5 года. Эта встреча клуба финальная в уходящем году. Руководитель Россотрудничества в Абхазии напомнил, что «Диалог» создан не Россотрудничеством, они лишь поддержали идею абхазской интеллигенции. Касаясь самой темы встречи образа Сухума в историко-культурном контексте, Вадим Чеха отметил следующее. Сухум – это такой южный город, в котором развита очень индустрия гостеприимства с учетом абхазских традиций, в который приезжает, и я надеюсь, будет еще больше приезжать очень много людей, туристов. В этом смысле Сухум представляет возможности не только для отдыха, но и для коммуникации, для компаний. Поэтому от имени представительства Россотрудничества разрешите, в том числе и здесь присутствующим, и через средства массовой информации, и вообще к людям, считающим и относящим себя к творческим, к людям, представляющим интеллигенцию Абхазии, обратиться с предложением или, извините, с тех заданием поискать, поддержать, найти, направить, может быть, нам в Россотрудничество людей, молодых авторов, молодых творческих представителей интеллигенции, которые могли бы этот образ Сухума дальше продвигать на евразийском пространстве. В конце своего выступления Вадим Чеха подарил участникам клуба книги поэтов Серебряного века. Следом выступила член Общественной палаты Надежда Венедиктова. Она назвала Сухум городом с древней историей, пережившим соприкосновение со всеми великими цивилизациями. Сейчас я скажу о двух вещах, которые мне кажутся очень важными. К сожалению, в нашей стране плохо знают историю, собственную историю. Сейчас напомню, как лет 5-6 назад телестудия «Сарки» общественная провела видеоопрос в районе Старой крепости и спрашивала у молодых, кто такой Килишбей. Это было супер зрелище, 8-10 человек были опрошены, никто из них не знал, кто такой владетельный князь Килишбей, причем это все были абхазцы. Лучший ответ был, что это абхазский писатель. Все это происходило в 80 метрах от того места, где когда-то была могила Килишбея.
Я думаю, что если так вот навскидку сейчас выйти на набережную и попросить перечислить этапы развития Сухума, вряд ли результат будет лучше. И мне кажется, что вот одна из, кстати, важных задач, вот Слава, например, в своей последней книге написал главу о Сухуме. Вот мне, как жителю абхазской столицы, очень не хватает исторического и в то же время чувственного представления о том, каким был Сухум в первом веке нашей эры, или там во времена греческой колонизации, во времена Древнего Рима, Византии, во времена такой самостоятельности и так далее. То есть это чрезвычайно бы расширило мое ощущение. Директор ЦСИ при президенте Вячеслав Чирикба, отметив, что родом из Гагры, согласился с древностью абхазской столицы и напомнил о разных этапах ее развития. Мы живем в окружении истории, и сами такие мы исторические люди. Вот. И я думаю, что это тоже дает нам какое-то дополнительное ощущение нашей истории, нашей земли, потому что здесь очень много происходило. Причем, значит, что самое интересное, хотя у абхазов не было письменности, да, но пока ничего не найдено, но их записывали, да, они их писали. И у нас есть исторические фиксация присутствия абхазских племен, базгов, псилов и так далее, санигов в Абхазии с начала вот нашей эры. То есть получается, что очень древняя история, и мы все еще здесь, хотя могли быть где-нибудь в другом месте, могли быть где-нибудь в Казахстане, допустим, да, или в Турции все, и сейчас по-турецки все мы говорили бы, вот, а не по-русски. И то есть очень много было моментов, когда абхазского Сухума могло уже никогда не быть, никогда. Вот, и мы видим новую историю, вот то, что в Карабахе происходит, у нас братский народ и братская республика, вот что произошло, это тоже, конечно, трагедия огромная, которую мы еще, может, не осознали, тоже, как говорится, могло бы и с нами. Специальный репортаж Элеоноры Гилаян с заседания интеллектуального клуба «Диалог» смотрите в нашем сегодняшнем эфире. Троллейбусный маршрут Маяк-Тхубун временно не будет функционировать в связи с введенным графиком по отключению электроэнергии. Об этом сообщил директор троллейбусного парка Тимур Амичба. В данном направлении будут работать автобусы и маршрутные такси. Городские троллейбусные маршруты номер 1 Новый район Центральный рынок, номер 3 Старый поселок Центральный рынок будут работать в обычном режиме. В контактных сетях этих линий есть постоянное напряжение. Как объяснил Тимур Амичба, маршруты номер 1 и номер 3 удалось подключить к подстанции троллейбусного парка, а маршрут Маяк-Тхубун невозможно подсоединить к этой станции. Новости культуры. Церемония в закрытом формате. Узнать имя лучшего художника года можно будет уже в четверг, 19 ноября. Из-за введенных ограничительных мер в этот раз награждение пройдет без зрителей. Об участниках и особенностях конкурса в этом году расскажет Виола Барганджи. Более 70 работ в совершенно разных жанрах будут представлены на ежегодном конкурсе Союза художников Абхазии. Побороться за звание «Лучшая работа» в этом году удалось почти каждому заявителю. Фактически мы никого не отклонили. Все, кто принес, хотя бы по одной работе выставлены. Потому что каждый художник, член Союза художников, который считает, эта работа достойна на лучшее произведение года, это его видение. Из-за большого ажиотажа на участие в конкурсе и немалого количества выбранных работ было открыто и второе помещение выставочного зала. По мнению куратора проекта Эльвиры Арсалия, причиной тому могут быть и введенные ограничительные меры, в период которых кто-то находил в себе скрытые таланты, а кто-то создавал вот такие творения. Такое ощущение, что вот те ограничения, изоляция, которые стали нормой в нашей жизни, они как-то очень благотворно повлияли на творчество художников и дали им возможность поработать. И здесь есть вот просто замечательные работы. И в одном, и во втором зале можно увидеть в самых разных жанрах. Среди выставленных работ можно увидеть картины не только известных, но и начинающих авторов. Так, к примеру, этот портрет принадлежит кисти студента Абхазского госуниверситета. Надо молодежь привлекать. И мы стараемся, чтобы побольше. И в прошлом году
Даже вы выбрали лучшее произведение. Но она закончила год, да, но самая молодая из всех, кто принимал участие, вот она попала на лучшее произведение года. Среди представленных работ будут только 3 призовых места с премией в 50, 30 и 20 тысяч рублей. Узнать о том, кто все же получит главную награду за лучшую работу года, можно будет в четверг, 19 ноября. Из-за введенных ограничительных мер традиционный конкурс в этот раз состоится без зрителей и в закрытом формате. Мы подумали о том, что не делать торжественного открытия, не привлекать большого количества людей, а просто экспозицию сделать доступной для горожан, для гостей, для жителей города. Это будет правильно, с условием, что все нормы эпидемиологические, они будут соблюдены. И поэтому 20 ноября мы в рабочем порядке открываем двери зала, и люди в масках, со средствами защиты, в небольшом количестве, они могут заходить, смотреть, и мы надеемся, что мы не прервали традицию. Для тех, кто не сможет попасть на выставку, организаторы проекта создадут видеоверсию мероприятия, благодаря которой увидеть картины и скульптуры художников можно будет в социальных сетях. Мы постараемся сделать видеоэкскурсию, которую мы выложим на все доступные нам информационные ресурсы, для того, чтобы у тех, кто не сможет посетить выставку ввиду разных таких вот причин, была возможность увидеть полноценный видеоматериал о нашей выставке. И нам показалось, что очень важно создать такой вот медиа-контент, потому что мы понимаем, даже и в таком режиме не все смогут прийти. И поэтому нам важно, чтобы все ее увидели в разном совершенно формате. В этом году конкурс «Художник года» проходит уже в 19-й раз. Впервые мероприятие состоялось в 2001 году по инициативе Союза художников республики. И с тех пор традиция выбирать лучшую работу остается неизменной. Виола Барганджа, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. Министерство культуры республики запускает новую рубрику «Народные песни. Важная составляющая фольклора». Это музыкальное поэтическое отражение традиций и истории абхазского народа. Новый проект направлен на популяризацию народной музыки и, как надеются авторы, будет интересен разному поколению. Проект стартует на официальных страницах Министерства культуры с 18 ноября и будет идти ежедневно в течение 7 дней. Дорогие друзья, мы хотели представить вам наш новый проект о наших народных песнях. Народные песни – это отражение нашей богатой традиционной культуры, нашего фольклора. И мы искренне надеемся, что этот проект будет интересен разным поколениям. В данном проекте мы хотим представить не просто наши музыкальные композиции, но немного рассказать об истории создания этих песен. Есть песни народные, есть авторские песни, старые наши авторские песни, которые из поколения в поколение передаются. И мы хотели бы в этом проекте немного рассказать о них. И снова оглушительный успех. Фестиваль русских зарубежных театров открылся 16 ноября в Москве спектаклем Росдрама «Кровавая свадьба». На своей странице в Facebook генеральный директор театра Ираклий Хинба цитирует ректора Академии хорового искусства имени Попова, профессора Московской консерватории Александра Соловьева. Очередное откровение Росдрамы. Спектакль «Кровавая свадьба» волею судеб стал свидетелем большой творческой победы театра, где вновь заглавная роль доверена органичной, самобытной, поцелованной Божьим дарой Мадлене Барциц, которую впервые увидел в «Электре». Поздравляю весь коллектив во главе с Ираклием Хинба с гроссмейстерским участием в открытии фестиваля русских зарубежных театров, где был рад видеть и дорогого друга Володю Скворцова в качестве ведущего церемонии открытия смотра. Театр – это жизнь. В завершении выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, в среду 18 ноября в республике переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью 10, днем до плюс 13. Температура морской воды до плюс 17.
На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи.